очень часто во время прямых эфиров, во время каких-то интервью всегда появляется кто-то, кто дает свою ремарку, что так татары не одевались, так они не носили, так нельзя. И это моя самая любимая часть. Я всегда с таким азартом, в исламе это не разрешено, но отвечаю людям, которые считают, что религия и национальность — это вообще отдельные понятия, или наоборот, в дичайшем слиянии начинают путать. И причем чаще всего, то есть эти претензии, они как раз-таки относятся именно к девушкам, которые в платке. То есть вот ты ходишь без платка, ты татарка, и вопросов твоей принадлежности их не возникает. А вот если ты покрытая, ходишь по улице в платке, то сразу появляются люди, которые задают вопросы, вот почему так по-турецки, по-арабски, и вот поехали по всем национальностям, хотя на самом деле у них тоже специфика достаточно узкая. То есть если мы там возьмем арабов, это такая легкая просто отсылка, да, у них национальная одежда как раз-таки черная, платки, и это не только религиозно обусловленная история, это история, обусловленная именно климатом. Об этом мы сегодня тоже поговорим, потому что татар это тоже касается. Именно место, где, собственно, они проживали и зарождались как культура, как национальность. И также, собственно, с турками. Но сегодня мы говорим о татарах, и сначала мы с вами познакомимся, если вдруг кто-то вот пришел от миллиард татар, и мы не знакомы. Меня зовут Джанат Мингазова. Я являюсь экспертом в области моды, международно признанным, выступаю с лекциями. Также я являюсь основателем проекта Modest Covered и автором Fashion Iftar. Это такой мой проект-визиточка, но, собственно, я еще и с командой выступаю подрядчиками таких мероприятий, как Казань Форум, БРИКС. Собственно, кто к нам обращается с большим подрядом, связанным с объемом в 1000+ людей, мы это очень легко берем и с удовольствием. Итак, по поводу нашей темы, да, татарская скромная мода. Было очень интересно услышать это в сочетании, потому что само явление modest fashion, оно очень популярно по всему миру, не только у нас в России, не только связано с татарами. Это движение, которое активизировалось примерно в 2017 году, когда бренд Max Mara выпустили модель Халиму Адам в платке на подиум. И это вызвало огромный резонанс, что так, оказывается, можно было, что, оказывается, с этой аудиторией стоит взаимодействовать. И с точки зрения покупательской способности, это я уже говорю как эксперт, мусульманская аудитория, она выше. Сегодня мы с вами поговорим о разнице понятий. Я сразу попрошу вас о некой лояльности, потому что презентацию я делала за 2 дня, и весь основной материал, он у меня в голове, в моем восприятии. Если вдруг вы с чем-то согласны, не согласны, или у вас будут вопросы, вы сможете задать их после лекции. Я буду здесь, мы заложили на это время, не переживайте. Но и в процессе, если вдруг вы будете мне задавать вопросы, я буду очень рада, потому что в контактном варианте мне как-то даже будет легче доработать эту историю. В будущем с этой лекции, возможно, выходить еще где-то. Собственно, почему татары одевались закрыто до ислама? Потому что мы понимаем, что татары существовали и до религиозной истории, и что формировало то, как они одеваются. Конечно же, в первую очередь, это климат Поволжья, сезонность, кочевой, полукочевой образ жизни и одежда как защита тела и практическая необходимость. Важно понимать, что это очень сильно влияет на формирование культуры, в том числе, то есть как идет покрытие, почему оно идет полное, почему закрываются руки, ноги, и напрямую влияет как раз-таки именно климат, который у нас здесь был. Вот как раз-таки об этом мы и поговорим. Это закрытость как культурная норма. Татары всегда одевались многослойно, это всегда была рубаха, это всегда была многослойность, и наслаивались уже украшения, рубашки, наслаивались такие вот жилеты национального характера, и напрямую это также говорило о статусе человека. То есть есть очень большая разница между городскими татарами и между деревенскими татарами. Это сказывалось на элементах одежды, это сказывалось на украшениях, на именно, как правильно сказать, богатстве этих украшений, потому что однажды, вот как раз-таки я буду всегда с отсылками к историям, которые у меня в реальной жизни происходили, и к спорам переходить. Были споры на тему того, что вот татары деревенские, они украшений не носили, и вообще у них не было денег. Но когда мы говорим о татарах, мы не говорим об украшениях золота, бриллианты, да, мы говорим об украшениях, которые делались своими руками. Это хасите, это якашалбара, которая, к сожалению, пока подзабыта, но я очень надеюсь, что это украшение возродится в полной красоте и в полном проявлении.
это изю. И все эти украшения, в деревне это было или в городе, они создавались из того, что уже было на руках. То есть оставшиеся пуговицы, монетки. Поэтому, когда мы смотрим исторические варианты в музее, очень часто мы видим, что там даже могут быть монеты Великобритании. Ну, то есть вот нечаянно она попала как-то в страну к татарам, да, и они ее, конечно же, пришили, потому что использовать здесь не могут. Сказать, что как мы путешествовать, там, допустим, я не знаю, в феврале полечу в Лондон, а потом еще через полгода повторю этот трип, такого, конечно же, не было. И это просто как воспоминание дополнялось в украшениях. И говоря о социальном смысле одежды, мы говорим вот то, что я говорила, отражали возраст и статус, различие девичьей и женской одежды и сдержанность как признак зрелости и достоинства. То есть по одежде можно было определить как раз-таки, эта девушка еще замужем, не замужем, в каком статусе она находится. И поэтому я здесь приложил такие варианты, где вот девушки, которые еще не в платках, это были совсем еще молоденькие, именно девочки до того, как они стали женщинами, до того, как они стали готовы к браку. И это, то есть сразу можно было понять, что девушки молодые. И вот здесь мы как раз-таки тоже видим все эти украшения, о которых я говорила, головной убор калфак, то есть татарки и до ислама, и после ислама покрывали голову, просто полнота покрытия немного отличалась. Но сказать так, что татарки ходили с распущенными волосами, что они там придавали объем или этим кичились в обществе, такого не было никогда, потому что в основе своей волосы всегда были собраны. И даже история, связанная с чулками, которые прикреплялись к косе, они прикреплялись для того, чтобы татарку было слышно издалека, и чтобы мужчина, когда слышит звук этой чулпы, он либо переходил на другую сторону улицы, да, если это происходит на улице, либо смотрел в пол и не разглядывал девушку, потому что татар, вот айдаплелек, назовем это так, это было в крови, в культуре, да, и самое главное, это огромное уважение к девушке, к женщине, что это не объект, скажем так, сексуализации, потому что и объективизации, потому что как раз-таки это в том числе основное свойство и скромной моды, modest fashion. Поэтому modest fashion относится не только к мусульманам, как мы привыкли считать, да, здесь соотносить. Modest fashion, благопристойная мода, она соотносится и с христианами, и с девушками, которые не соблюдают никакую религию, просто потому что они устали от вот этой объективизации, они выбрали скромный вариант образов. Когда и почему закрывали волосы? То есть полное покрытие волос происходило после замужества. Девушки могли носить открытые или частично закрытые уборы. И волосы – это символ женской силы, рода и чести. Вот здесь это очень сильно соотносится с как раз-таки религиозным пониманием, почему девушка закрывает голову платком. Именно потому, что волосы являются основной красотой женщины, и ее сохраняют для мужчины, для мужа. И вот здесь я выбрала фотографии. Первая как раз почему молодая девушка, которая еще не замужем, не невеста, там, не на выданье, да, и девушка с ребенком, которая уже, видимо, вышла замуж, родила. То есть мы видим разницу, что одна без платка, вторая уже в платке свои волосы прикрыла. На второй фотографии это уже очевидная фотография супругов, потому что они прикасаются друг к другу, и такое возможно было с отцом, братьями, либо с мужем. И здесь я предполагаю, что это все-таки муж. Голова у девушки также платком яулык прикрыта. И вот третья фотография, мы видим юность, мы видим именно молодых девочек, и они все как раз-таки вот уже еще не в платках, а только в колфаках. Но при этом абсолютно на всех фотографиях очевиден тот факт, что через одежду обыгрывалась принадлежность к культуре. То есть мы вот посмотрим, да, и мы поймем, что это все татарки, не будем оценивать, там, мусульманка, не мусульманка, мы просто понимать, что здесь это именно культурный код. И, собственно говоря, о традиционных головных уборах стоит отметить, что был калфак, девичий головной убор, яулык – это платок замужней женщины. Форма и способ ношения, они относились к культурному коду. Конечно, головных уборов исторически, я как человек, который отучился на дизайнера-модельера, могу сказать, что их гораздо больше. Там есть разницы и в длине, и в объеме, и от этого зависит статус. То есть это на самом деле очень много показателей. Мы сегодня не
идем глубинно в эту историю, то есть у нас не по национальной моде, а у нас по соотношению с религиозной историей. Поэтому мы взяли базово это колфак и это яулык, и как он соотносится. Именно для этого я подбирала фотографии, примерно 19 веков, связанные с тем, как девушки носили, как это отличалось и почему это происходило в таком варианте. И, собственно, принятие ислама татарами. Это очень важный факт, который в данной теме невозможно не отметить. Ислам был принят в Волжской Булгарии в 922 году. Процесс был постепенным и ненасильственным, то есть почему он был ненасильственным? Так как у татар уже сложилась культура закрытой одежды, покрывающей руки, ноги в силу холода и ветров, в силу того, что уже культурно складывалось такое уважение к женщине в плане взглядов, взаимодействия. Религия встроилась в уже существующую культуру, то есть она лишь ее дополнила, она ее украсила, но она ее не отяготила ни в коем случае. И, собственно, влияние ислама на костюмы – это усиление идеи сдержанности и целомудрия. Эта закрытая форма получила религиозное подтверждение, то есть до этого мы опирались только на культурный код в рамках формирования костюма, и национальный костюм, он не был заменен. Здесь как раз-таки очень важно понимать, что религия и национальность татарская, они очень легко уживаются и дополняют друг друга. Поэтому очень спорно я отношусь к аргументам, что татарки так не носили, так не одевались. На самом деле у них это было в крови и до религии. Религия лишь укрепила эту сдержанность, эту аккуратность. И что самое интересное, это не влияло на то, что татарки были очень активными, то есть они получали образование, они ездили за границу, они помогали своим мужьям, то есть они не были таким чуждым элементом, скажем так, что женщина-татарка, она покрылась яулык, замуж вышла и сидит дома. И в этом плане я могу порекомендовать один спектакль в особняке Демидова, который посвящен 3 татаркам, которые стали писательницами, открыли свою школу. Может, кто напомнит название, у меня прям совсем вылетел. Там один единственный такой спектакль, он очень классный. Табу, табу. Он, не знаю, меня пробил до слез, потому что я редко так реагирую, но мне действительно в Казани эта постановка очень понравилась. Мне понравилось, как татарок показали именно развитыми, стремящимися к знаниям, преодолевающими сложности и при этом придерживающимися своего культурного кода. Поэтому я очень вам рекомендую, там про 3 татар, я не буду раскрывать, там в процессе вы знаете, но это очень красиво. Собственно говоря, как раз-таки об украшениях, то, о чем я говорила, это обязательная часть женского образа, символ рода, достатка, возраста. Они передавались по наследству и передаются до сих пор. Я с собой, кстати, взяла украшения, наверное, покажу. У меня есть браслет, которому больше 100 лет. Его, получается, моя прабабушка сделала. Она все свои украшения собрала из серебра, и для сестер отлили браслеты. Но все браслеты потерялись, кроме браслета моей бабушки. И несмотря на то, что много сестер у нас было, двоюродных, имеется в виду, у меня родных нет, браслет решили отдать мне. Просто в силу того, что с бабушкой у нас были очень близкие отношения. Такой браслет. Если глубинно изучить, на самом деле эти орнаменты, которые нанесены, они тоже отличаются по регионам. То есть в разных регионах разные орнаменты и принадлежность к определенным татарам. Это очень интересно, если глубинно изучать. Такая застежка, чтобы не потерялась. И он до сих пор выглядит актуально, что очень интересно.